В Яндере провели экологический рейд. Поводов сразу несколько. Несанкционированная свалка в живописном Яндере. С этой проблемой местный житель уже обращался в Комэкологии. Представители ведомства выехали на место в сопровождении сельской администрации. Подогнали сюда же технику, поработали на камеру и вскоре разъехались, объяснив это отсутствием финансирования подобных работ. Выявлен ряд других нарушений законодательства. Марина Муталиева расскажет об этом подробнее. 2 недели назад житель сельского поселения Яндере обратился в комитет экологии. Закрыть глаза на горы мусора в таком живописном месте ему не позволила совесть. Стихийную свалку здесь никак не могут ликвидировать, так как жители снова и снова захламляют этот уголок. Здесь играют дети, пасется домашний скот. Ни это, ни ужасный запах, который разносится по всей округе, не смущает местных жителей. Магомед Хамхоев не в силах сдержать эмоции. Он возмущен абсолютным равнодушием к сложившейся ситуации со стороны местной администрации. В этом селе он родился и вырос. Холмы, которые, будучи еще подростком, он излазил вдоль и поперек, теперь уже непригодны для такого развлечения. Можно подцепить серьезную заразу. Эту картину он наблюдает уже много лет. Последней каплей стал незаконный вывоз земли, который он обнаружил при очередном утреннем обходе. Магомед признается, обращался в разные инстанции дюжину раз. Все было тщетно до сегодняшнего дня. Сотрудники Комэкологии выехали на место, зафиксировали все нарушения и пригласили представителей местной администрации, что называется, на очную ставку с неравнодушным жителем. Магомеда наконец услышали. Представитель местной администрации утверждает, регулярно здесь работает трактор, который вывозит мусор местных жителей. Однако проблема даже не в этом. Человеческие сознания мозги, сознание, брех дари, цан дари, диги дари, му дари, ди еще отчили. Сознание, чей оложе, них ебаш, бахалуал хухули, схуддат. Сур хули худдат, хули худдат, очень хули худдат. Бежин би ханжвей, цага лео деждо, бежин ди. Да ардах калиум шлилит вейс. Бежу оттой вейс. Так азуму уютн дали ан оттой ави ютта примерно. Круглые сутки удлил. Круглые сутки, цендлел помощник ждабам, цунко уческу. Кто распорядился с землей под покровом ночи, не постеснявшись, вывез отсюда чернозем? В администрации тоже не в курсе. И выяснить это вряд ли возможно, полагают власти. На обращение жителя села, не только Хамхоева, любого жителя нашего села, мы выезжаем на место, наблюдаем, смотрим и по ходу делу, вот погодные условия еще не позволяют, но тем не менее все это дело будет ликвидировано, убрано в ближайшие сроки, и эта тема будет закрыта. Вот эта площадка будет все выровнена, все будет, ну я думаю, соответствующий вид мы его полностью приведем. Свалка даяк ежоха до 25 этого месяца свалка даяк ежи. Сунжи полигона в республике Малюжа мотиге Назранская района, город Назран, тичи мусор акуякуж принимать даже мотиге тичи. Одновременно тичи сортировка хугиана дагр хайжлатыжи на стадии завершения до 3 июня. Хагида чакиги йохус. Чакиги уз мотиге. Уз дуатыжи до конца этого месяца мусорный контейнер живет по республике Ауатиедж. Более всего присутствующих возмутила гора мешков с картошкой. Кто это сделал, снова никто не знает, а ведь овощами можно было распорядиться совсем по-другому. Магомед Хамхоев сам лично 2 мешка картошки унес домой и высадил в огороде. Его примеру последовали и другие местные жители. Материал мир, дай наха, квартал хадягиош, мескиш сагали, юртваш сагали, либо тик сельсовете, хавен, обивидя, тик халиш сельсовет, халиш трактор, а вот тия, але квартал диал шидо сахен, дадал ляха, усо едичу, ца боле ши, боле ко, боле сетхин едичу, да я хайдерян, юртягиана, я депутатикиана, я имамикиана, я туркикиана. Представители администрации тут же пригнали трактор. Однако сразу после того, как съемочная группа уехала, как потом поделился Магомед, техника тоже не стала задерживаться. Чтобы раз и навсегда убрать с глаз эту свалку, необходимо задействовать больше машин и работников. Соответственно, всю работу необходимо оплачивать. Этот факт и не позволяет администрации решить проблему уже много лет, полагает Магомед. Экологи тоже с ним
ним солидарны. Впрочем, помимо стихийной свалки, у них есть и другая головная боль. Занятие береговой полосы. Почему это нельзя делать? Вот этот забор он поставит по береговой линии. Статья 6 Водного кодекса запрещает огораживать территорию береговой полосы водного объекта. Береговую линию от каких-либо строений должны отделять 5 метров. Это не первое предупреждение. Власти были здесь неделю назад. Однако сегодня виновника на месте не оказалось. И в следующий раз экологи обещают приехать с тяжелой техникой и снести забор. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24.